Здравствуйте! Сегодня наш рассказ о первых газетах Мордовского края. Первые периодические издания возникли на территории Мордовии в начале 20-го столетия. Их появление связано с подъемом политической жизни в стране и событиями Первой русской революции 1905-1907 годов. Пионером саранской журналистики была газета «Мужик», издание которой начали осенью 1906 года. Ее редактором и издателем был уроженец мордовского села Курилово Владимир Васильевич Бажанов. Первым о саранской газете «Мужик» рассказал в национальной печати профессор Иван Дмитриевич Воронин. В историко-документальных очерках «Саранск», изданных в 1961 году, он поместил фотографию Владимира Васильевича, сообщил некоторые сведения из его биографии, содержащие отдельные публикации тех лет. Более подробно об этом интересном человеке Иван Дмитриевич поведал во втором издании книги «Литературные деятели и литературные места в Мордовии», посвятив ему отдельную главу. Иван Дмитриевич Воронин в 1948 году лично встречался с Владимиром Васильевичем Бажановым, жившим тогда в Ичалковском селе Кемле, а позже и с его вдовой Евдокией Ефремовной, переехавшей после смерти мужа в Саранск. В нашем музее хранятся анкеты. Из нее мы узнаем, что Владимир Васильевич Бажанов родился 15 июля 1868 года в селе Курилово Саранского уезда. Ныне это Рамадановский район Республики Мордовия. Родился он в крестьянской эрзо-мордовской семье, учился в сельской Чуфаровской начальной школе. Потом занимался самообразованием, держал экзамен в Сибирской губернской гимназии на учителя экстерном. Служил на винокуренном заводе в окрестностях Чамдинского села Макшалей, затем на станции Инза. Оттуда 25 июня 1906 года он и отправил прошение в Пензу на имя губернатора Александровского. Просил выдать свидетельство на право издания в городе Саранске в неделю-два раза газеты «Мужик». Будущий редактор-издатель приложил и программу своего издания. На страницах «Мужика» он намеревался публиковать известия о том, что делается в Думе, новости из телеграмм, важные сообщения из иностранных и русских газет, местную и иногороднюю хронику, статьи по сельскому хозяйству и педагогике, рассказы и стихотворения, письма в редакцию и объявления. Прошение было от крестьянина деревни Старой Куриловки Саранского уезда Владимира Бажанова. А внизу, повыше даты, стояли строки: «Жительство при станции Инза Московско-Казанской железной дороги в районе Троицкой волости Корсунского уезда Симбирской губернии». Через какое-то время Владимир Васильевич Бажанов получил свидетельство о том, что ему разрешается издавать под его ответственность в городе Саранске Пензенской губернии народную, политическую и литературную газету под заглавием «Мужик». Осенью 1906 года Владимир Васильевич Бажанов со станции Инза переехал в Саранск, где стал заниматься адвокатурой и открыл газету «Мужик». Первое время вся семья жила на Заводской улице в доме фабриканта Михаила Георгиевича Никитина. Женат был Владимир Васильевич на девушке-учительнице из Мордвы села Хлыстовка Ордатовского уезда Евдокии Ефремовны Надькиной, которая помогала мужу во всех начинаниях, хотя и была обременена большой семьей. Вот что она вспоминает об этом периоде. Когда мы переехали из Инзы в Саранск, у нас было всего лишь 80 или 90 рублей денег. На эти средства открывать газету было невозможно. Владимир Васильевич обратился к одному из братьев-совладельцев саранской типографии Николаю Алексеевичу Сыромятникову с просьбой напечатать 2-3 номера газеты в долг. Он ответил уклончиво. Другой саранский типограф Георгий Иванович Кожевников согласился выпускать в кредит, и началась газета «Мужик». Первый номер газеты «Мужик» появился в ноябре 1906 года. А всего вышло в свет 22 номера. Тираж был не одинаков, колебался от 3000 экземпляров до 10 тысяч. Формат полосы 30 на 40 сантиметров. Текст был напечатан в 4 колонки. Выходила газета 2 раза в неделю. Владимир Васильевич Бажанов рассказал Ивану Дмитриевичу о некоторых подробностях. В Саранске в бытность мою редактором «Мужика» я жил в доме Василия Ивановича Басова, у которого некогда работал подвальным на винокуренном заводе невдалеке от села Макшалей под Чамзинкой.
У него там было имение, а в Саранске большой двухэтажный каменный дом на углу Базарной, ныне Советской, и Ильинской, ныне Большевистской улиц. Во дворе был еще дом, тоже каменный, двухэтажный, а вблизи был трактир, тоже двухэтажный. В доме, который был во дворе, мы и размещались, и редакция, и семейство мое, и секретарь Чудинов. Мы снимали у Басова 9 комнат, печатали газету в типографии Кожевникова, которая была почти напротив редакции. В фондах Краеведческого музея хранится 2 экземпляра. Это 6-й и 12-й номер газеты «Мужик» за 1907 год. Содержание 6-го номера очень разнообразное и читается с большим интересом. Здесь авторские стихи и ответы на письма читателей, актуальная и по нынешним временам статья о нахождении винных лавок и кабаков рядом с городским училищем и женской гимназией. Первая публикация воспоминаний старожил города о работе в Саранске художественной школы Кузьмы Александровича Макарова. Горожане размещали в газете объявления о продаже домов и усадеб. Газета публикует первую печатную рекламу саранских торговых предприятий, магазинов и банков. Очень удобен для читателей был и небольшой формат. Многие материалы печатались частями с пометкой «Окончание» в следующем номере. И очень жаль, что эти номера не сохранились. 4 февраля 1907 года Бажанов подал начальнику губернии очередное прошение и просил разрешить ему иметь книжный склад. Александровский, подчеркнув текст красным карандашом, поставил на поле 2 восклицательных знака и отправил письмо уездному исправнику. Через какое-то время тот доносил: редактор-издатель, как лицо крайних революционных воззрений, будет содержать в складе книги и брошюры исключительно вредного направления, которые будет распространять среди крестьян не только Саранского, но и соседних уездов. Считаю такой способ агитации между крестьянами крайне нежелательным, так как он приведет к восстановлению населения против власти, собственников и землевладельцев. В переписке Бажанова с губернскими властями сохранилось и прошение, посланное в Пензу его женой. Она просила разрешения издавать в городе Саранске ежедневную, народную, политико-экономическую и литературную газету под названием «Земляк». По ее словам, на страницах этого издания должны были печататься статьи по вопросам городского, земского и сельского самоуправления, вопросы народного просвещения, женские вопросы, внутренние известия и статьи, касающие всех событий русской жизни. Называлось место печати «Типография Сыромятникова». Евдокия Ефремовна Бажанова под судом и следствием не была, гражданской правоспособности не лишена, в противоправительственной деятельности не замечена. Но, вращаясь исключительно среди знакомых и друзей своего мужа, редактора газеты «Мужик» Владимира Бажанова, известного своим крайне революционным направлением, она, безусловно, принадлежит к левым партиям. Газета «Мужик» довольно смело описывала произвол местных властей и пользовалась большим успехом среди населения города и уезда. В одном из номеров газеты Бажанов опубликовал статью, где разоблачал поступки саранского уездного исправника, казачьего полковника Кисель-Загорянского. В статье описывалось, как исправник, ехавший в своем экипаже по проселочной дороге и встретивший во время сильного бурана крестьянский обоз с хлебом, потребовал, чтобы крестьяне немедленно дали ему дорогу. Они попытались выполнить приказ, но уставших от тяжелого пути лошадей невозможно было так быстро, как требовал исправник, свернуть с дороги. Тогда рассвирепевший начальник выскочил из саней и нагайкой стал избивать мужиков. Газета «Мужик» за критику исправника была немедленно закрыта. Владимир Васильевич Бажанов был наказан. 12 марта 1907 года он был арестован и заключен в тюрьму. Сперва в Саранскую, а потом в Пензенскую. Его 4 раза судили. В 1908 году отправили в ссылку. Вместе с ним ссылку отбывала, побывав предварительно в Бутырской тюрьме, и его жена, имея на руках 4 малолетних детей. Отбывали ссылку в Вологодской губернии в городах Кадникове, Тотьме, Вельске. Возвратились в 1910 году. Деньги на обратную дорогу собирала вся семья. Пытались устроиться на квартире в Рамаданове. Никто не пускал. Уехали в Чамзинку к родственникам. Но репрессии не сломили воли энтузиаста печатного дела. В 1912 году он открыл другую газету «Саранские вести». Ее направление указано под заголовком
политическое, экономическое, научное и литературное, строго беспартийные ежедневные газеты. Редакция помещалась на Московской улице, теперь это улица Льва Толстого, в доме мещанина Щетинина. Подпись была все та же – редактор-издатель-крестьянин Владимир Васильевич Бажанов. Но и это издание просуществовало недолго, всего лишь 2 месяца. Саранские вести, так же как и «Мужик», были запрещены властями. Так рождались первые газетные листки в Саранске, которые явились ранними предшественниками большой прессы современной Мордовии.